Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа Тува Live Talk. И сегодня наш живой разговор пойдет на спортивную тематику. Ведь у нас в гостях Айдын Лапсан, член Федерации спортивной борьбы Республики Тыва. Привет, Айдын! Привет, Настя. Айдын Лапсан – спортсмен, журналист, блогер. Окончил Российский государственный социальный университет. В журналистике почти 10 лет. Создатель и администратор крупнейшего тувинского сообщества в социальной сети ВКонтакте «Борцы Тувы». Это была первая площадка, где Айдын собирал актуальные спортивные новости. Информация зачастую была уникальной за счет того, что Айдын лично знаком со многими спортсменами. Позже появились полноценные спортобзоры на телевидении и в газете от Айдына Лапсана. С января этого года официально сотрудничает с Федерацией спорта Республики Тыва. В планах у Айдына создание фильмов о спорте и известных тувинских спортсменах, а также продолжать популяризировать вольную борьбу в республике и за ее пределами. А скажи, почему твоя личная карьера как спортсмена не сложилась? Ну, банально, наверное. Травма, колено. Как мне друг говорит, ты как любой герой американского фильма, который говорит: да, я завершил карьеру из-за колена. Да. Очень многие коленом прикрываются. Да. Ну, особого таланта не было, и заниматься я начал поздно, скажем так. Угу. И ты прям потерял к этому интерес, или вот прям ты понял, что это не твое просто? Я не потерял к этому интерес по сей день. Я пытался тренироваться, в тот момент нужна была операция, а в 2007 или 2008 году там 90 тысяч на операцию на колено для меня там казались заоблачными деньгами, и решили восстановить так, закачать, но потом каждый раз на тренировке у тебя внутренний страх снова ее травмировать, потому что там чувствуешь, и оно постоянно болит. И как-то так потихоньку отошел от ковра, стал за ковром и следить, и писать. Угу. Ну, в общем, ты уже много лет в теме вольной борьбы. Каких на сегодняшний день спортсменов ты можешь отметить, которых ты бы назвал будущими чемпионами? Ну, сейчас появился, не сейчас он появился, конечно, не вчера, очень перспективный парень Начин Мангуш. И есть определенные надежды на Козырык Саина. Это вот если спрашивать меня, там еще целая скамейка тех, кто может разного уровня чемпионами стать. Угу. Как пришла тебе идея создать группу в ВК «Борцы Тувы»? Зачем ты вообще это сделал? Зачем ты это сделал? Зачем ты сделал, чтобы 40 тысяч ее читали? Я правильно понимаю, что это твоя личная инициатива была? Ну, и так, и так. На тот момент уже существовала группа «Борцы Дагестана», качала вовсю, то есть это мекка вольной борьбы. Потом подключились осетины, и что-то там начиналось у якутов. И я такой думаю, будет неправильно, если мы там самые последние включимся. И один раз в Красноярске был международный турнир саитеевский, и Апан, друг мой, по совместительству тоже когда-то вместе тренировались. Не Сад. Сад. Эрдоган. И мы что-то разговорились, я говорю, сейчас буду копить деньги, чтобы поехать на Олимпиаду, это 2012 года. И он говорит: слушай, брат, если ты создашь группу «Борцы Тувы», я тебя сам отправлю на эти соревнования. И мы по рукам хлопнули. Ты такой: да, я сейчас пойду и создам. Я пошел и создал. Вот чтобы поехать на эти соревнования, да? В итоге он сдержал свои слова? Пока нет. Ждем. Я не знаю, может, просто забыл. Обещанного сколько ждут? 3 года? 7. Уже 7 лет прошло, да? С 13-го года. 8. 8 уже лет прошло. Человек занятой, еще сам выступает, может, просто отложил. Но мы ему напоминаем об этом сейчас. Апан, прости. Токио не за горами. Как тебе удалось ее раскрутить до 40 тысяч? Как я помню,
трудно давалась первая 1000. Ага. Дальше вот оно пошло, ну, до этого я следил, там, 15, 20, 100, даже на стену постил. Ребята, у нас уже там 500 человек, 1000, а потом я уже перестал следить, там заходишь 5, 7, 12, ну, уже То есть сарафанка, это был видимо, естественный заработала. прирост, люди сами подключались, люди сами подписывались, сарафанка, наверное, да, работала. Ты вообще никаких денег не вливал в рекламу этой группы? В то время вообще такого понятия не было. 2012, ну, может быть, было, но не в ТВ, то есть вот это раскручивание, да? Нет, вообще чисто с нуля, просто делал интересные новости, там пригласил пару человек, и у меня был принцип там не постить себе на страницу, да, типа, эй, друзья, подключайтесь, вот у меня вот такая вот моя группа, лет 5 люди вообще не знали, кто ее админ. А почему ты не хотел афишировать, что это ты админ? Ну, не знаю зачем, просто... Ты такой скромняшка. Не знаю. Потом люди стали догадываться, там уже даже знакомые приятели говорят, это же ты админ Барсету. Я такой, не-не-не. А ты какую-то прибыль получаешь сейчас вот с этой группы? Скорее, наоборот, убытки. Почему? Ну, потому что в период раскрутки, там, знаешь, вкладываешь свои средства, там какие-то конкурсы делаешь, да, там договариваешься с людьми, допустим, там интервью, там какие-то спортивные вещи подарить, да, угадавшим. Мы разыгрывали там поездку на чемпионат мира, очень много таких вещей, но ни от кого ничего никогда там, ну, грубо говоря, даже спасибо никто не сказал. То есть все-таки раскрутка была какая-то, даже вот в виде розыгрышей, да, например? Ну да, внутреннее, то есть не вот это вот сеяние. Ну там бывает там раз в полгода скинут рекламу спортивного магазина, там 500 рублей. Я такой, о, я сегодня покушаю. А намеренно ты не позиционируешь эту площадку как площадку для рекламы? В свое время на старте очень много людей предлагали, ну не предлагали, не то что рекламу, братан, вот у меня там турнир моего имени будет, скинь там вот это, там чуть ли не там, я валенки продаю, размести. Я считал это неуважением к своим подписчикам. Ага. Ну то есть... Что попало им предлагать, да? Да. Угу. В то время не было так раскручено, как в Инстаграме, как что-то зазорное, по-моему, это было. Типа, ну, мы же тут зашли читать новости о борьбе, да, а тут типа приходите, вот ночной клуб сегодня, скидки там 7%. Я такой... Ну и ты до сих пор придерживаешься вот этой политики, что ты не берешь рекламу, Нет, почему сейчас если бы только взял? со спортом. Сейчас бы взял. А, сейчас бы ты взял уже, Конечно. Сейчас, ну, мне просто уже надоело бесплатно на себе тащить. Это как, знаешь, и бросить жалко, и... Чемодан без ручки. Да, и тащить не это. Я бы даже ее продал, если есть актуальное предложение. Серьезно, ты продал бы вот это детище свое? Возможно. Ну, не за копейки. Мне предлагали там, типа, там 40, Сколько? 70. Я говорю, нет, конечно, вы что, я в нее столько души вложил. Они такие, а сколько? Я говорю, давай просто не будем об этом говорить, если у тебя нет на это денег, давай не будем. Угу, понятно. Ну, возможно, после интервью появится предложение Пишите в посолиднее. В Туве очень много талантливых борцов, но наши многие спортсмены уезжают в Красноярскую школу знаменитую, поступают туда, там учатся, школа Дмитрия Миндиашвили. Ты выговорила. Я выговорила эту фамилию, да. Почему у нас нет такой школы, учитывая, сколько у нас спортсменов занимаются этим видом спорта? Потому что ШВСМ имени Миндиашвили это многомиллионный, там, может быть, миллиардный проект. Там просто как евразийский, по-моему, центр борьбы он называется. Ты заходишь, там красивый зал, Евроремонт, там один огромный зал на 6 ковров. Справа еще один зал, где, ну, то есть вот резерв, да, формируется, чтобы попасть в главную сборную. Там еще один зал, тоже вольники, Игорь Каримский. В каждом зале парилки, души, массажные столы, внизу сауна, внизу еще один зал. Это огромный комплекс. И после того, как имя Миндиашвили
зазвучало, да, то есть, что он может олимпийских чемпионов делать. Ну, видимо, они уже начали, им не стыдно стало просить какие-то ассигнования, да, бюджетные. Я думаю, что там Олимпийский комитет России их поддерживает. Ну а в чем проблема здесь вот в Туве сделать тоже такую мекку для спортсменов? Ну, нужно много денег. Ты видела, ладно, не в Кызыле, где-нибудь вообще залы, просто там условно школьный зал, там баскетбольные кольца Ну, висят. условно, школьный зал, да. Ну, типа один ковер. Ну, нужны большие деньги, я так думаю. И занимающихся у нас, наверное, не так много. Ну, есть какое-то количество ребят, занимающихся, да, но нас, в принципе, немного. А там миллионный город, и еще почему туда едут наши ребята, не только из-за того, что там есть возможности, да, условия, что там любые соревнования, любые сборы, все, тебе дают деньги, ты едешь. Ну, с этим проблем нету. Там еще много представителей других школ, и в этом симбиозе рождаются вот чемпионы. Там, чеченцы, дагестанцы, там, кабардинцы, тувинцы, Туда съезжаются хакасы. со всей России, правильно? Раньше съезжались, сейчас уже не так сильно. И, кстати, тувинцы уже тоже перестали туда отправлять своих ребят. Почему? Ну, потому что сейчас, по-моему, нет такой сильной проблемы с выездами. У нас ЦСП работает. Если... То есть сейчас правительство, наше правительство лучше стало поддерживать наших вольников, Это да? не от нашего правительства А зависит. чего? Это федеральные деньги, Минспортовские. Если парень выиграл на Сибирском федеральном округе, да, где-нибудь здесь недалеко, в Абакане, в Красноярске, он завоевал право, что он поедет на первенство России, и они в лоб расшибутся, но найдут эти деньги для него. Если он там попадет в пятерку, его включат в состав сборной России, нужно будет ехать на сборы там куда-нибудь там в Кабарду, да, там в Сочи, и на это тоже деньги найдут. Но ты вот говоришь, сейчас уже не так много наши ребята туда уезжают. То есть, получается, они здесь на месте, да, тренируются, учатся. Да. Ну, И квалификации достаточно. Ну, сделали все, что возможно, да, там, если где-то учиться, там, в армии отслужить. Но как спорта высших достижений, может быть, кадров не хватает. Тренеров? Ну, тренеров хватает, ну, как тебе сказать, это, наверное, больше детско-юношеский спорт. У нас нет таких тренеров, которые бы вот доводили до Олимпиады. Ну, то есть это взрослая борьба, другой уровень. Иногда бывает, что спортсмен, который ездил по сборам, да, там, ну, много где был, понимает больше тренера. Но он никогда об этом ему не скажет, потому что... Ну, а эта проблема с чем связана? Почему она вообще есть? Вот такая нехватка квалифицированного тренера, который, условно говоря, только с детьми занимается, да, а более вот уже постарше спортсмены, он уже не берется за них, либо ему опыта не хватает. Как вот это разрешить? Ну, это само разрешится, это вопрос времени. Где-то, когда-то кто-то кого-то доведет до Олимпиады, и уже будет поставлено именно спорт высших достижений. Не детско-юношеский спорт, да, не там молодежная сборная, там, не группы здоровья какие-то, а уже именно спорт высших достижений. Ну, условно говоря, если спортсмен все-таки хочет добиться каких-то результатов, он должен уезжать отсюда и тренироваться где-то вне республики. Правильно? Ну да, еще бывает такой момент, что у тренеров, к примеру, красноярских, да, или он за Москву переедет, или там вообще в другую страну, есть серьезный авторитет сборной России. То есть, если он претендент, да, на какие-то серьезные соревнования, зная того тренера, да, там, условно Мендиашвили, да, его никто никогда не кинет. Ну, наших раньше много прокатывали с этим. А что ты подразумеваешь, кинет? Ну, ты претендент, берут другого. Ты выиграл отбор, поехал другой. Ты выиграл чемпионат России, на мир едет тот, кто стал вторым. А почему так делали? Не знаю, от слабости, наверное, нашей. Что нету авторитета какого-то, да? Пока нет. Пока нет на таком уровне. Боюсь обидеть кого-нибудь.
Вот ребята там уезжают условно в другой регион и за этот регион выступают. Вот таких примеров, такие примеры еще есть, да, как Апан Сат, который выступает за Турцию, который предложил ему более лучшие и выгодные условия, да, Артас Сана, который вообще поменял имя и выступает там за Казахстан. Как ты к этому относишься, что вот наши спортсмены выступают там за другие страны, за другие регионы? Лично я прекрасно отношусь. У тебя нет вот какой-то ревности вот такой, ну, чисто спортивной, я имею в виду? Нет, я много комментариев в своей группе читал, что вот они предатели, как они могли свою религию предать, там, своих родителей, свое имя. Может быть, эти диванные эксперты просто не были спортсменами и не знают, что для спортсмена главное это попасть там на Олимпиаду, на чемпионат мира. Это просто квази-цель, к которой ты идешь всю жизнь. 20 лет отпахать, 3 олимпийских цикла пройти, чтобы хоть раз выступить на чемпионате мира. Единственный шанс у тебя малюсенький будет, чтобы за него ухватиться и свое имя вписать в историю. А все спортивное сообщество, оно все равно будет знать, что откуда этот парень и чья земля его воспитала. Условно, Артас Сана, который там вторым на чемпионате мира стал, да, все в России, все там в СНГ знают, откуда что он из Тувы. Конечно. А про Апана Сата? И про него тем более. Ты думаешь, турки знают, что он из Тувы? Да. Те, кто в сборной, да. Я говорю про вот этот вот узкий спортивный мир борцов-вольников, ну и же с ними, кто рядом. Ну, единоборцы, ММА, там. Даже есть видео, где Хабиб Нурмагомедов и там Бен Аскрен, по-моему, где-то вообще в США смотрят видео и говорят, типа, it's Апан Сат, типа. Тогда мы офигели. Ну, имя-то знает, а вот откуда он родом, ну, было бы намного, было бы намного круче, если бы говорили Раша, Тува. Было бы круче, да, но пока это невозможно. И это почему? В чем проблема, как ты думаешь? Это не из-за условий, это из-за того, что чемпионат России очень трудно выиграть. У нас очень сильная конкуренция, очень сильная школа. Внутри страны. Тот же Артас Сана, которого ты назвала, да, он там был, там, не знаю, к примеру, 12-й, да, на чемпионате России. А на чемпионате мира за Казахстан он стал, ну, я считаю, что чемпионом мира. Там его немножко... То есть ты понимаешь, да, какой уровень? И на Олимпиаде ты смотришь, вроде разные страны, ну, те, кто знают, ну, дагестанец, осетин, дагестанец, там, чеченец. Нет, а получается, что это более легкий путь, да, к мировой славе? Вступать за другую страну, если здесь внутри страны очень высокая конкуренция у нас? Это не то, чтобы более легкий путь, ты просто избавляешь себя от ненужной вот этих вот нагрузок, да. Но на чемпионате мира ты же там тебе не пропустили сразу финал. На чемпионате мира ты же борешься с представителями других стран, ты все равно выигрываешь. Ну, может чуть-чуть более легкий, но сокращает немножечко, сокращает дистанцию. Да. И там ребята спокойно тренируются, спокойно готовятся, допустим, к миру, да, а здесь просто война, мясорубка, там вот так вот все в сборной России. Да? Да, очень трудно, ты что. К примеру, я не знаю, баскетбол, да, в Америке, ну, национальный чемпионат, там выиграть им намного труднее, чем на Олимпиаде. На Олимпиаде они вот так вот зевая, просто весь мир выигрывают. Не знаю, какие-то другие виды спорта, к примеру, там биатлон, ну, да, как какие-то хоккей норвежцы. В Канаде, наверное. Ну, как хоккей в Канаде, в России, да. А у нас именно борьба. Какие 3 вида спорта вот вообще ты можешь выделить вот в стране, в нашей, которые можно назвать прям нашими национальными? Национальными или вот ведущими? Ведущими, да, окей, ведущими. Вот где жесткая, ожесточенная борьба. Однозначно борьба. Вольная борьба. Потому что даже спортивные комментаторы, когда идет Олимпиада, они говорят, типа, ну пока что маловато, вот ждем борцов, они-то нам сейчас накидают. Там, дадут жару. Да, 5-6 золотых медалей. Однозначно борьба, однозначно гимнастика, спортивная, там, художественная. Плавание, нет? Наверное, что-то из зимних нужно. Все-таки мы такая зимняя страна. Либо хоккей, либо биатлон. Окей, ну пусть будет 4. Хоккей и биатлон. Окей.
Оцени уровень популярности вольной борьбы у нас здесь в Туве от 1 до 10 в шкале. Хотелось бы, наверное, сказать, что там корячится к 9. Но, да. Но когда бываешь на соревнованиях по национальной борьбе хуреш, и видишь, сколько там зрителей, и вообще сколько участников, и сколько участников на детском хуреше, думаю, наверное, что где-то 5, может 6. Но однозначно все в курсе про вольную борьбу, но национальный вид спорта опережает по популярности все равно. Как популяризировать тогда еще больше вольную борьбу? Еще больше? Да. Ну, если это где-то на уровне 5. Вообще, я предполагала, что ты сейчас скажешь там 10, 11, твердо 11. Да. Что тут просто вообще каждый второй. Ну, я думаю, больше залов и вообще ширить сеть, ну, не только в Кызыле залы, да, дополнительно открывать, а в Кажунах. Да? Потому что самая работоспособная молодежь, она вот именно деревенская, которая там, ну, не ленится, там, за каждый балл убивается. Ну и, знаешь, в вольной борьбе отсутствует такое менеджерское качество, что ли. Вот тренер не пойдет в школу набирать себе этих ребят на тренировку, у него есть своя группа, вот отвечая, никогда не пойдет. Порой даже ему приведут, ему там, допустим, 7 лет, а всем остальным 9. Не, я не возьму. Я говорю, почему ты не взял? Он говорит, ну он однозначно будет отставать, а мне на него отвлекаться, ну, потому что ему нужно ковать чемпионов, да, там, медали. Вот где-то что-то как-то, знаешь, там, прямо чуть ли не баннер, да, на улице повесить. Вольная борьба для там ребят 9-14 лет, да. Вот сегодня мне тренер Айдын Достай говорит, я хочу, говорит, заказать наклейку и на машину сзади наклеить. Вольная борьба. Свою, да? Да, типа, вот телефон, приходите, записывайтесь. Твоя группа, она вообще, да, это единственный такой большой канал, который рассказывает об этом виде спорта у нас здесь? Или есть еще какие-то подобные? Сейчас нет. Я там с определенными трудностями закрывал группу. И в этот момент, ну, образовался социальный запрос, да, дырка, и создали еще одну такую же группу, там полностью даже описание группы сдернули мое, там все фотки те же самые, ну, просто полный клон. Ты знаешь, что это? Нет, до сих пор никто не знает. Ну а что вот ты конкретно делаешь для того, чтобы расширить интерес, расширить популяризацию этого вида спорта у нас? Ну, это каждодневный, знаешь, какой-то рассказ о ребятах, да, которые выигрывают там на чемпионате Европы. Просто пытаешься писать не таким спортивным, ангажированным текстом, да, а чтобы понял это любой мальчишка. Типа, вот наш земляк, он там по одной улице с вами ходит, да, а вон на всю Европу, на весь Старый Свет прославил. И, ну, вот какие-то такие вещи. И приходит очень много взрослых людей, то есть я смотрел статистику, да, свою, там бывают женщины, там 48 лет, ну, видимо, у них дети есть. Приходят, ты имеешь в виду, подписываются? Подписываются, лайкают, комментируют. И очень много, знаешь, проблем вида спорта я озвучивал в группе, да, и, ну, как бы нескромно с моей стороны не звучало, мне кажется, что это дало некий толчок в свое время. Раньше власть придержащие не были так близки вот именно к борцам-вольникам. Потом пошло движение навстречу, там госпрограммы, приказы. Наши там... местные, ты имеешь в виду, правительство? Да. А когда вот это произошло? Как давно? Ну, проблемные вопросы я чуть ли не сразу начал поднимать, но друзья, тренеры, там, сами борцы все время говорили, не надо. Типа, почему? Ну, потому что может прилететь сверху, да, или там спортсмены не хотят, чтобы думали, что они на что-то жалуются. Раньше такое было, знаешь, кухонные разговоры. Ну, то есть проблем много, их обсуждают только вот тет-а-тет, да, а так... Но ведь так не решить проблему, если будешь обсуждать тет-а-тет.
Да, вот приходится и выносить. Кто-то же должен был начать. И какие ты выносил проблемы? Ну, Какие были основные, можешь назвать? Премирование. Все время приводил примеры, смотрите, типа, там, как в Дагестане, да, и как у нас там, что подарили. После этого призовые улучшились. Потом начали жильем снабжать. Там, я говорю, невозможно подготовить больших чемпионов просто сидя в республике. Нужно больше ездить на соревнования, на сборы. И вроде бы этот сегмент сейчас тоже подтягивается. Но имеется в виду финансирование давать, да? Финансирование. Мы говорили, в свое время мы говорили, что в сборной Дагестана, к примеру, да, он у меня сегодня с языка не слазит, есть целый штат врачей, массажистов. На тот момент у нас вообще ни одного врача не было. То есть парень, если где-то травмировался, ну, нам с тобой было хорошо, иди там работай охранником, да, или где-то. Сейчас есть у нас спортивные врачи, которые вот прямо во время соревнований что-то там где-то растереть, где-то что-то там какой-то укол, да, обезболивающий поставить. Ну, под наблюдением наши ребята сейчас в этом вопросе прям вообще круто. Не так круто, как хотелось бы, но все равно радует. Мы куда-то идем. А что еще ты бы сейчас на данный момент хотел улучшить? Улучшить? Да. Чего еще не хватает вот сейчас? Ну, и, либо этого нет совсем там, что есть, например, в том же Дагестане. Выезда на международные турниры. У нас все выезда только на официальные первенства России, там, первенства Сибирской Федерации. На это есть деньги, есть федеральные деньги, да, министерские. Ребята из других регионов, там, сборная Якутии может 40 человек, команда, целый самолет, полететь в Иран, с ними потренироваться, побороться, или в Монголии. То есть они приобретают этот международный опыт. Якутия? В сборной Якутии очень много денег. Ну так это получается не федеральный тогда бюджет? У них есть спонсоры. Мы вот с братьями все время после каждого большого соревнования, да, каких-нибудь чемпионов пытаемся подогреть. Не только для того, чтобы сделать парню приятное, да, и стимулировать его к новым победам, и остальных, да, чтобы они видели, нифига себе, он 90 тысяч получил просто так от пацанов. Мы еще и хотим, чтобы люди, у которых есть деньги, а у нас их определенно есть, эти люди, чтобы они тоже подключились к этому, ну, своим примером. Ну, подожди. Но пока это не работает. Но это и не будет работать. Здесь же не только примером, тут же наверняка нужно прям садиться за круглый стол и обсуждать это, а не только показывать, что вот смотрите, мы деньги даем. Ну, вот кто-то из напрямую заинтересованных в этом виде спорта, наверное, должен заходить к таким людям, разговаривать. А ты не думаешь, что это ты? Ну, ты такой человек. Я никто в этом виде спорта, меня слушать никто не станет. Да? А еще ты спрашивал, я бы, знаешь, мы с другом обсуждали, в Дагестан и в Осетию ездит очень много разных сборных. Буряты ездят, якуты, с других стран, с Македонии, американцы ездят, все ездят туда, чтобы потренироваться с ними, чтобы чуть-чуть перенять опыта. Я говорю, around 15 лет, сколько я этим интересуюсь, да, мне все время было интересно, почему наших не могут отправить. Ну, хоть 3 человека отправьте на лето. Деньги. Вот я не знаю, я тебя спрашиваю, почему? Ты меня спрашиваешь? Ну, не тебя, просто такой риторический вопрос. Почему? Ну, либо никто не задавался такой целью, может быть. А тебе не кажется, что вот если спортсмен сам, например, ну вот у него есть дикое прям желание, да, поехать там в тот же Дагестан, обменяться опытом с другими спортсменами, что он в силах сам как-то вот пробить вот это вот, найти эти деньги, не знаю, там, через тренера, еще как-то. Ну, в общем, постоянно говорить об этом, постоянно что-то шевелить, кого-то двигать. Нет, теоретически, конечно, в силах, но спортсмены, они как дети. Они вот, с детства, да, соревнования, там, кто-то найдет деньги, мы поедем, да. Даже близкие друзья, вот, наших больших чемпионов, да, они говорят, там, типа, вот, в Улан-Удэ будет Россия. Я говорю, что, поедешь за другом? Ну, они как братья прямо.
поедешь за друга поболеть? Нет, кто мне денег даст? Я такой про себя думаю, блин, чувак, у тебя зарплата там 30 тысяч больше, чем у меня. Типа, ну, а что 12 тысяч потратить? Ну, им даже в голову не приходит это. Кто-то должен найти и кто-то должен сделать. Типа, есть специальные люди для этого. Угу. И как ты думаешь, почему вот они на себя эту ответственность не хотят брать? Это воспитание или что? Или менталитет? С чем это связано? Я честно не знаю, с чем. Ну, просто мы вот обычные люди, которые там работают, да, мы, ну, если нам что-то надо, мы идем и делаем. А в спорте, видимо, ну, как с детства тебя опекают тренеры, да, находят тебе питание, находят тебе зарплату, там, устраивают тебя в университет, там, в армию, да, там, когда ты выиграл, там, допустим, какое-то крупное соревнование, там, скидываются земляками, чтобы там тебе машину подарить, как-то вот так все происходит. Ну, подожди, а кто идет в тренера? Разве не... Бывшие борцы. Ну, если у них склад такой, то как они тогда в тренерской деятельности себя проявляют? Там же уже немножко другая роль. Ну, типа, есть мода такая, что поощрять нужно только победителей. Если ты что-то выиграл, да, типа, тебе куча внимания, а вот так, чтобы, типа, что тебе надо, куда, в Осетию съездить? Зачем, типа, да? Ты что? Я не знаю, я честно не знаю, как это происходит, но это не происходит. Слушай, какие мировые звезды по вольной борьбе тебе нравятся? Ну, кем ты прям вот восхищаешься? Ромеро, наверное. Ромеро, Чамизо из ныне действующих. Валентин Иорданов мне нравился раньше. Такой маленький, но столько духа в нем было. Ну и пусть будет Тейлор, наверное, американец. А многие мировые звезды не прошли отбор на Олимпиаду в Токио. Я, к сожалению, на память эти фамилии произнести не могу, но я их зачитаю. Бароус, Бикбулатов, Салказанов, Джамалов. Салказанов, по-моему, отобрался. Отобрался, да? На последнем. По-моему, нет. А вот Бароус... Инфа 100%. А Бароус, по-моему, как раз-таки Тейлору и проиграл отбор. В чем дело? Почему такие сильные спортсмены не прошли отбор именно на эту Олимпиаду, и их сразу так много? Ну, то есть столько мировых имен, и они не попали туда. Что случилось? Их время прошло? Или в чем проблема? Как думаешь? У кого-то действительно время прошло. Но вот те же, кого ты называла, Джамалов, да, там и еще пару ребят, Бикбулатов. А, кстати, от того, что Бикбулатов и Цаболов не будут бороться на Олимпиаде, сама борьба многое потеряет. Это вот просто прекрасные борцы-технари. Просто на каждого сильного борца есть еще сильнее. Я же говорю, это такой вид спорта, где, ну просто, знаешь, когда ты тренируешь... Булайсар Сайтиев сказал, вольной борьбой непрофессионально заниматься невозможно. То есть ты можешь в футбол по фану, да, поиграть там в воскресенье, там потом покурить, да, сходить. В вольную борьбу ты попадаешь, там такой уровень осознанности, просто подготовки. Там ребята так знают свое тело, там каждую мышцу, каждую сухожилие, знают столько вообще упражнений, там, как себя приводить в тонус, как подготавливаться, как психологически настраиваться. То есть непрофессиональной борьбой невозможно заниматься, а те, кто там, у кого нет этого профессионального подхода, они быстро оттуда отсеиваются. Мне реально будет не хватать, ну то есть, когда я буду смотреть, я думаю, блин, вот интересно было бы, если вот здесь да? Бикбулатов боролся, да, а вот здесь вот если Цаболов, да даже наша Пан Сад, думаю, вот я раньше, когда Олимпиаду смотрел, думаю, блин, вот этого он 2-3 раза выигрывал, а он сейчас борется на Олимпиаде там и призером становится, допустим, думаю. Ну тебе досадно, в общем, как зрителю? Да, ну, к сожалению, такой вид спорта. Седаков. Да. Что он забирает свою победу прям буквально в последние секунды. Это хорошая тактика? Или все-таки вот
слишком рискованное? Ну, слушай, это действительно скользкий путь. Ты можешь не успеть, соперник может мобилизоваться, да, там. Но для спортсменов такого уровня, там они себе вполне допускают такие шахматы. Вот это вот пока, возможно, не наш уровень, да, вот там они говорят, да, вот ты его прессингуешь, думаешь, что он все, он думает, что ты расслабился, все, и на последних секундах ты берешь балл. Был еще один такой борец, Виктор Лебедев, он тоже так делал. У него прямо биологические часы внутри. Он даже не смотрит на табло. За 15, за 10 секунд он до конца просто начинает там работать и неизменно приводил к результату. А у нас среди наших есть такие уникумы? Среди наших спортсменов? Кто берут балл на последней секунде? Да. Но это же прям действительно такой талант нужно иметь. У нас, ты правильно подметила, наверное, у нас большие проблемы с концовкой. То есть ребята могут выигрывать по ходу встречи и в конце взять и попасться и отдать встречу. Ага. Но есть пару человек, которые могут. Я видел, и мы просто ликовали. Кто? Саин Козырык на первенстве России проигрывал 0-9. 0-9, понимаешь? И он его догнал 9-9 и перегнал и закончил 19-9. Просто, знаешь, убийство было. Ну и там пару ребят, знаешь, Амир, Чамзын, Беликол вот на последней России тоже там частенько в конце брал. А вспомнил Апанса, тот же самый, на Кубке России борются они с дагестанцем за первое, что ли, за первое место в группе. Счет 3-1, по-моему. 3. Короче, спорная ситуация. Судьи смотрят челлендж и выносят счет 3-1 в пользу соперника Апана. Ага. Остается 4 секунды. Ага. 2 или 3 балла в вольной борьбе взять за 4 секунды, это просто, ну, unreal. Это как Феррари в космос запустить. Ага. И все, дают свисток, он ему делает ложный проход, тот отставляет ногу, забирает руку и просто на зашагивание, ну, бросок такой. Бах! Тогда, по-моему, Шавасем вот так прыгал. Все там, ва! Но это невозможно просто. Потом этот дагестанец ходил за Апаном. Ну, зауважал, типа. Это какой-то врожденный талант или этому можно научиться? Наверное, все неудачники говорят про чемпионов, что да у него просто талант. А все чемпионы говорят, типа, нет, я очень много пахал, типа, я работал. Но в то же время я объективно со стороны могу сказать, что некоторые ребята пашут больше, да, но результата такого нету. Это просто, знаешь, такое есть внутреннее, вот как хищники и травоядные, да. Хищник не может быть не хищником, он просто вот, это его натура. Это его природа. В Инстаграме была группа борцов, борцы Якутии, Тувы и Бурятии. Кто ее создатель, ты знаешь? Нет. Не знаешь, да, кто этот человек или эти ребята? Нет. Ну ты знаешь, да, про эту группу? Да, я помню, мне предлагали, я тогда, типа, отрицал Инстаграм. Я такой говорю, о, не, ребята, да, ну, кого-нибудь другого найдите, это вы. А как ты вообще думаешь, вот среди этих народов есть желание объединяться? Типа азиаты, Россия, тюрки? Ну, якуты, вот, тувинцы и буряты. Ну, да. Ну, знаешь, вот там ситуация, не знаю, там на якутов что-то наезжают, хоп, буряты, тувинцы такие за них. Есть вообще такое сейчас? Бывало такое, да. Ну, если тувинец один на сборах, да, то он скорее с каким-нибудь якутом или бурятом заселится в номер, нежели, ну, что-то такое более, не то что родное, да, более близкое к тебе, более понятное. И ребята многие дружат из разных регионов, на ковре там убивают друг друга, потом просто в Якутию приезжает, если борец, там у него там 500 друзей, в Бурятию там тоже.
Когда у нас будет уже олимпийский чемпион? Я слышал такой оптимистический прогноз, что в Париж 2024, но мне кажется, многое должны поменять мы, там, не то что вообще в борьбе, да, вообще как народ поменять. В 24-м чемпион точно нет, может, призеры будут. Я буду очень счастлив ошибиться. Ты вот говоришь, что многое нужно поменять. Что ты имеешь в виду? Ну, ребята там честно пашут, да, трудятся, но вот именно как народность некоторые огрехи, что ли, некоторое недопонимание в жизни нужно сократить.